Поженились мы спустя 3-4 месяца после общения. Он себя с хорошей стороны, и я подумала, ну, трудяга, ну, хороший, но так получилось, что он стал показывать свой характер, кто он и какой он. Начал руки распускать, начал пить сильно. Страх, слабость и беспомощность женщина, записавшая это аудио, испытывала на протяжении многих лет. Ей почти 40, проживает в Абхазии. После непродолжительного семейного счастья жизнь превратилась в ад. В доме всегда неспокойно, страшно за себя и детей, да и сказать кому-то сложно. И, возможно, все так и продолжалось бы, пока она не узнала о кризисном центре при Ассоциации женщин Абхазии. Она обратилась к нам с посттравматическим стрессовым расстройством, и состояние усугублялось еще текущими проблемами. И принимали участие не только мы, не только психолог, не только юрист, но мы вместе с социальной службой Абхазии, вместе с другими структурами, с Киарас принимал участие в ее жизни. Мы добились того, что сейчас, слава богу, у нее все хорошо. Она воспитывает своих детей. Скованные страхом в режиме домашнего террора живут гораздо больше семей, чем можно себе представить. Дом, который должен быть крепостью, порой превращается в тюрьму. Что происходит за закрытыми дверями? Как не перегнуть палку, не навредить, пытаясь защититься? И почему страхом вопреки? Важно не молчать. На все эти вопросы ответить непросто. Найти выход, не упасть духом, помочь человеку, который оказался в непростой жизненной ситуации, став жертвой жестокого обращения в семье. Все это трудная, но очень нужная и ответственная работа сотрудников кризисных центров, которые уже на протяжении 5 лет работают при поддержке Ассоциации женщин Абхазии и структуры ООН «Женщины». Ежегодно во всем мире тысячи людей страдают от бытовой агрессии. И, к сожалению, Абхазия не исключение. О данной проблеме в нашем обществе не принято говорить, хоть она и существует. Этим непростым вопросом в 2007 году активно стала заниматься Ассоциация женщин Абхазии. Тогда организацию возглавляла общественный и политический деятель Нателла Акаба. Она и ее коллеги говорили о том, что это важная, но достаточно закрытая тема для нашего общества. Сегодня АЖА возглавляет Мариетта Топчан. Она вспоминает, что все началось с истории женщины, которая нуждалась в помощи. В один из каких-то обсуждений мы столкнулись с этой проблемой. Одна из участниц дискуссии рассказала историю, очень тяжелую, историю одной семьи, историю женщины, многодетная эта семья. И этой женщине никто не мог помочь, и она обратилась к нам. Вы женская организация, неужели нельзя ничего сделать, неужели нельзя помогать таким женщинам? Она знала, что у нас работает общественная приемная для людей социально незащищенных. И тогда мы задумали, что нам нужна приемная, направленная на поддержку женщин, оказавшихся в тяжелой ситуации, пострадавших от грубого обращения в семье. И сначала мы решили провести исследование все-таки на что-то надо опираться для того, чтобы с проблемой начать работать. И мы провели интервью и даже групповые какие-то обсуждения. И выяснилось, это первое исследование, даже мы брошюрку издали, и в принципе выяснилось, что многие из опрошенных признавали, что эта проблема у нас есть. В 2007 году нас поддержал, почему мы это исследование провели, поддержал МИД Швейцарии и профинансировал наше это исследование. Затем в 2017 году при Ассоциации женщин Абхазии в Сухуме открылся первый в стране кризисный центр, где можно получить помощь квалифицированных специалистов. В первый год работы в офис обратились 100 человек. Здесь работают юристы, консультанты и психологи. Решили обучить психологов, как работать с этой проблематикой, как работать с жертвами, как работать с детьми, свидетелями насилия. И в течение 2 лет фактически у нас сформировалась группа психологов. Конечно, они обучались у европейских экспертов, у экспертов в постсоветских странах. Мы открыли в 2017 году приемную.
Вот, нас поддержала в рамках программы КБР. Все знают, что такая программа у нас работала долгие годы. Впервые они вот поддержали проект, направленный на актуализацию проблемы насилия в нашей стране. Со временем обращений становилось все больше, и один сухумский офис не справлялся, поэтому было принято решение открыть подобные кризисные центры в других районах республики, в каждом из которых можно получить бесплатную помощь юристов, психологов и консультантов. С 2018 года и по сей день работу кризисных центров Абхазии поддерживает структура ООН «Женщины». Одно из направлений деятельности организации – помощь тем, кто подвергся агрессии в семье. Ведь согласно исследованиям, которые были проведены учеными еще в 2018 году, каждый час во всем мире от бытовой агрессии погибает 6 человек. Поэтому работа подобных центров – это мировая практика, и, к сожалению, статистика растет. Анна Торгашова – психолог Сухумского кризисного центра. По ее словам, в организацию обращаются люди в разном физическом и психологическом состоянии. Есть и те, кто думает о суициде. К поздним звонкам на телефон горячей линии ей не привыкать. Начало 3-го ночи. Поздние звонки, они всегда очень настораживают, не знаю, что ждать. Поэтому, естественно, я подняла трубку. Номер был неизвестный, она вот дрожащим голосом мне сообщила о том, что вот я знаю, что вы психолог, и я хочу вам сказать, что вот на сегодняшний день я нахожусь в таком тяжелом психологическом состоянии, что я не хочу жить, у меня нет смысла в жизни. И я сейчас держу вот горсть таблеток для того, чтобы просто уйти из этой жизни. Вот. И, естественно, начались длительные переговоры, ну, я сейчас не помню сколько, но часа полтора это было как минимум, потому что, естественно, я уже напрягаюсь, потому что ты несешь колоссальную ответственность за жизнь человека, который находится на другом конце провода. Вот. В итоге после этих переговоров все-таки сумела убедить, что все-таки давайте об этом мы поговорим потом, а сейчас у вас есть дети, есть как вытащить ресурсы. То есть задача психолога в любой ситуации – найти ресурс. Сотрудники кризисных центров никогда не дают советов, связанных с разводом, даже если случаи крайне сложны. Но если ситуация дошла до бракоразводного процесса, они, конечно же, поддерживают, оказывая квалифицированную юридическую помощь. Это в основном, если говорить о судебных спорах, да, рассматриваемых в наших судах первой инстанции, то это бракоразводные процессы, вопросы определения места жительства детей, вопросы изменения места жительства детей, вопросы алиментных обязательств. На стадии исполнительного производства также это вопросы неуплаты алиментов, неисполнения решения суда, неисполнения графика общения с ребенком. Все вот эти сложности, с которыми сталкиваются наши клиенты, в этом смысле мы оказываем юридическую правовую помощь. Услуги юридически оказываются также Ассоциацией женщин Абхазии в таком виде, как оплата услуг адвокатов в сложных ситуациях, когда есть судебные процессы, сложные, затяжные. Ассоциация женщин также по возможности оказывает такую услугу. Если это, например, какие-то острые формы, связанные с безопасностью, конечно, мы пытаемся всеми силами изолировать ее, но ни в коем случае, как вот многие утверждают, не способствовать тому, что семья распалась. Это самое, наверное, большое такое заблуждение и самый миф именно в работе кризисного центра. То есть мы, в принципе, делаем со своей стороны все, чтобы семья сохранилась. Это самое главное, наше кредо. Вот. Но бывают, опять-таки, я говорю, разные случаи. То есть если это угроза безопасности, угроза жизни и здоровья женщины, конечно, уже мы предпринимаем другие методы. А так мы прорабатываем разные модели поведения, разные стратегии, как можно поступить в той или иной ситуации, дабы посмотреть иногда на себя со стороны, да, и найти какой-то выход, компромисс, для того, чтобы все-таки, конечно, семья сохранилась. Сегодня кризисные центры открыты в Сухумском, Гагарском, Очимчирском и Галском районах. Их деятельность также поддерживают общественные и благотворительные организации. Моника Торуа – консультант Галского кризисного центра при Женском фонде развития. Сопровождать, подсказывать и направлять ее работа. По словам специалиста, больше всего от бытовой агрессии в семье страдают дети. Есть случаи, когда малыши остаются на
на попечение уже пожилых бабушек и дедушек. К нам обратилась бабушка детей, которая ссылалась на бытовое насилие в семье со стороны мачехи детей. То есть у бабушки осталось 2 внуков от первого брака ее сына. Она их воспитывала, сын повторно женился, и эта мачеха, уже имея из своих детей и как бы приемных, проявляла формы насилия разнообразные над ними, и она пыталась как-то отреагировать, как-то при нашем содействии как-то повлиять на эту женщину. После этого произошло так, что мама этих детей, она снова вышла замуж из этой семьи, и фактически у бабушки, при том, что она инвалид 1 группы, ходит с 2 палками, с костылями, у нее осталось 5 детей. Благо, эти 2 были уже взрослые, и хотя девушка, внучка от 1 брака, вышла замуж в раннем возрасте, что тоже само по себе показатель социальной, да, проблемы семьи было, и у нее остались вот эти малолетние дети на попечении. В итоге было принято решение бабушкой отдать детей в интернат, если будет такая возможность. Вся необходимая документация была собрана. Дети при содействии Галского кризисного центра переведены в интернат. Самое опасное место для жертвы бытовой агрессии – это дом. Даже если человек решился кому-то рассказать о проблеме, очень часто он не может выбраться из дома или позвонить. Сигналы о спасении поступают в кризисные центры по-разному. Иногда бывает так, что жертва, она сама приезжает к нам в консультационный центр, а иногда бывает так, что она просит, чтобы мы туда к ней приехали. Вот. И, естественно, социальный работник, в сопровождении социального работника мы едем, или же она сюда приезжаем, и потом начинается работа, то есть она рассказывает о своей истории, просит о конкретной помощи. То есть нам стали больше доверять, более доступными стали эти услуги, раз в районах открывается, да. Ну и, конечно, мы приобретаем опыт. Большему количеству женщин стали помогать. Даже вот те женщины, которые к нам обращаются, люди, которые по отношению к ним совершают вот эту агрессию и жестокость, они уже себя иначе начинают вести, потому что они знают, что за ними общественная организация. В прошлом году у нас около 450 обращений было в 3 приемные. Представляете, какое количество? Конечно, пандемия тоже дала рост. Очимчирский кризисный центр открыт при общественной организации «Обжуйские женщины». Сотрудники офиса рассказывают, что случается и так, что человеку просто некуда идти, а шелтеров, то есть приюта, где можно укрыться, нет. Проблемы у нас бывают кризиса, когда женщину, допустим, попала в трудную ситуацию вот сейчас, вот здесь и сейчас, ее выгнал муж, и сын поддерживает отца, а женщина взрослая, не маленькая. Вот знаете, когда попадают молодые женщины, это понятно. Но если молодая женщина может пойти к своим родителям и решить этот вопрос или как-то более легко принять, а женщина в возрасте 75 лет, когда ее выгнали, она спрашивает: вы можете куда-нибудь меня приютить? Очень тяжелая такая ситуация. Мы ей не смогли в этот момент помочь. Как кризисный центр подразумевает, что человек может остаться несколько дней хотя бы, чтобы пережить эту ситуацию. Муж и сын ополчились против матери. Она не знает, куда идти, а какая-то женщина ее приютила, и она до сих пор живет там. Только смогли психологически поговорить. И знаете еще, что у нас? Я стесняюсь. Я не могу сказать, что у меня проблема. Вы никому не говорите, вы мне помогите, но только никому не говорите. Тоже в эту проблему входит. А как ты решишь, может быть, кто-то еще помог бы ей, но она не хочет тоже показываться. В случае необходимости кризисные центры сотрудничают с правоохранительными структурами. И милиция была в том числе приглашена, администрация и прокуратура, где, в принципе, по закону, у нас закона нет на самом деле, именно о домашнем насилии, поэтому начинать было нелегко работать, но спустя уже 3 года хочу сказать, что мы сотрудничаем с ними вплотную.
и соцопека, и прокуратура. Мы сотрудничаем вместе. В Абхазии нет закона, регулирующего права человека, подвергшегося жестокому обращению в семье, так как считается, что происходящее за стенами домов – это сугубо личное. Однако, по словам исполняющей обязанности руководителя АЖА Марии Топчан, опыт работы общественных организаций и благотворительных фондов говорит о том, что такой закон важен и нужен. Как их защищать, если не наши юристы, которые знают, как вот писать заявление, да, ну вообще некому защитить этих людей. То есть по факту, если женщина подаст заявление, в основном они боятся, они часто к нам приходят и говорят: только я вас прошу, а можно без заявления в суд, они боятся, что потом будет жестокая расправа с ними. Считается, что только 30% из тех, кто терпит вот этот ужас насилия над собой, обращаются вот в эти кризисные центры, обращаются за помощью. Это даже в тех государствах, где есть законы, где есть шелтеры, где государство обязано защищать жертв насилия, где государство должно наказывать насильников. И там вот эта проблема комплексная. Они же там потом принуждают их проходить реабилитацию, там у них вот вся система поддержки существует. Даже в тех странах только 30%. Ну вот, чтобы вы понимали. То есть это маленькая толика людей, которые к нам обращаются. Да, в 2019 году офис уполномоченного по правам человека инициировал закон, и этот закон отдали в парламент, он до сих пор не рассматривается. Офис в Гагре работает при Гагарском центре развития. Консультанты, юристы и психологи всегда на связи. Наш центр объединяет людей, которые хотят изменить отношение к домашнему насилию. В центре ведется юридическое и психологическое консультирование. Мы стараемся сотрудничать со всеми структурами. Информация о людях, пострадавших от домашнего насилия, конфиденциальна. В бумагах вместо имен числа, вместо фамилий знаки, понятные только сотрудникам центра. Разобраться в этом ни специалисту офиса невозможно. Как только работа с человеком завершена, документация уничтожается. Мы шифруем эти имена, то есть у нас есть кодовые данные. Вот, поэтому даже если вдруг когда-то кому-нибудь попадет в руки журнал, естественно, ничего там понятно никому не будет. Понятно только нам, сотрудникам непосредственно кризисного центра. Поддержку в кризисном центре может получить каждый, кто столкнулся с бытовой агрессией, боится рассказать о своей проблеме или принять решение. Все, кто к нам обращается, потому что мы занимаемся же не только женщинами, у нас вообще так в обществе принято такой стереотип, что вот женщина, да, домашнее насилие, женщина, ничего подобного. Обращаются и девочки, приводят мамы своих детей, обращаются мужчины, обращаются все, кого прямо или косвенно коснулась эта проблема, кто созрел и смог сделать первый шаг, обратился к нам за помощью. Благодаря работе кризисных центров при Ассоциации женщин Абхазии удалось помочь многим людям, подвергшимся жестокому обращению в семье. Кто-то создал новую семью, кто-то учится. Кстати, в организации проводятся различные тренинги и мастер-классы. Некоторые, благодаря работе центров, получили профессию. Считаю, что надо больше заниматься информационной работой, выходить на телевидение, об этом говорить. Вот постоянно, наверное, наши жители видят, идет бегущая строка и по Абазе, и на ГТРК мы передаем, что вот есть вот эта служба, приемные, обращайтесь, у кого проблемы, телефоны, горячая линия у нас постоянно работает. То есть знать, что такие службы есть, такие услуги, кто-то этими услугами, предоставлением услуг занимается. Больше информации о том, что является причиной вот такого явления. Казалось бы, этого не должно быть у нас на Кавказе, этого не должно ни в абхазских семьях, ни в армянских семьях не должно быть, да. Вот как-то это не принято, да, обижать женщину. Мы так считаем, да, но, к сожалению, это происходит. За 5 лет работы специалистами кризисных центров при поддержке структуры ООН, Ассоциации женщин Абхазии, благотворительных и общественных организаций была проделана колоссальная работа. Помощь и поддержку получили все те, кто обратился в офисы, оказавшись в сложной ситуации. Зачастую многие не говорят о своей проблеме, но здесь важно не молчать. Телефоны горячей линии кризисных центров
+7 940 960 47 48, +7 940 778 47 48.